Вот такое начало декабря. По идее зима, а у нас оттепель, 0 градусов, моросит дождь. Река наполовину открыта. Мне кажется, местами можно даже попробовать половить налима. Да. Всем привет, ребята. По традиции остановочка на мосту. Понтонная переправа соединяет две деревни. Мою, ну и следующую, в которую сегодня еду. Да. Ну, кто в телеграм-канале, мы переписываемся, ребята. И по всей стране такая канитель. Перепады просто жесткие. С большого минуса просто сразу в плюс. Сегодня вот у нас 0, а по прогнозу, ребят, через 3 дня будет минус 15. Вот как вот такие скачки, я не понимаю. Слава богу, мы открылись. Открытие было шикарно. Ездили чуть дальше на восток. Ну, у нас в регионе, ребята, у нас в районе речушки маленькие замерзли, ребята рыбачат. Вот. Ну, мы ждем свою рыбалку. Пока не спешим. Ребят, кто давно уже на канале спрашивали, где Леха. Он был на вахте, работал, и смотрю, звонит Андрюха, говорит, приехал. Вот, еду навестить не только Леху. Вот, у нас там и Амур, и Рыжий. Не знаю, как они там, кто вообще следил за зверьем. Надо все вот посмотреть. Ну и вам показать, естественно, потому что за Леху переживает. Кто не знает, это мой друг, дядька. Живет, так скажем, в глухой деревне. Вот. Как-то пытается жить, выживать. Вот. Немножко помогаю. В общем, познакомился я с ним на речке. Был еще пацаном. Вот. И как-то вот так мы с ним подружились. И периодически с ним выезжаем на рыбалку. Приезжаю к нему в гости, навещаю. Ну вот сегодня еду туда. Да, ребят, еду на мотоцикле в декабре. Как-то ну так. Ну, скользковато, конечно, но аккуратненько можно ползти. Так что погнали, ребят. Погнали до Лехи, навестим. Немножко ему провизии, так скажем. Ящик рыболовный везу. Свой старый ящик. У меня в этом сезоне новый. Я приобрел. Вот. А старый ящик как бы ему... Ну, стараюсь, в общем, что-то как-то так и по рыболовным помогать, и продукты нет-нет. Такие дела. Короче, поехали. Так сказать, с ветерком. Блин. Там-то у нас еще сыпят, а здесь уже не сыпят. Так, скользковато, ребят. Короче, как я делаю, не надо делать. Это ни в коем случае не показатель. Гуляет где-то. Сейчас подойдет. Позвонил.
Да. Надо уже на другом тофике кататься. Сегодня по-любому прокачусь по деревне. Есть такое желание. Вот. Хочу прокатиться немножко. Да, на рыбалку. Он тебя заебался тут уже ждать вам. Туда заходишь, блядь, чуть ли до колена вода. Там почему-то тут вода у нас падает, а там вода поднимается. А там лед у нас стоит, нет, ведь на летом. Да не, половина открыта. У нас тоже там, ну, сухого месте, что нет. Здорово, мужик. Че ты? Как ты? Да. С молочком смотрю. Похудел чуть-чуть, блядь. Похудел? Да, блядь. Сейчас, блядь, с 2 рюмок падаю. Раньше было пол-литра за раз съедаю, а сейчас падаю. Вот надо что пить, молочко. Да, я вот и брал. Утром хреново было. Что-то вчера тоже. Сашка другом был, да. Понятно. Посидели чуть-чуть. Ага. Ну что, на рыбалку забрал? Да нет, тебе привез. В смысле? Ящик тебе? Новый себе взял тебе. Нихуя. А то ты-то все там на деревянном сидишь. Почему на деревянном? Там теплее, но Теплее? дерево же. Понял. Так, продуктов чуть-чуть тебе привез. Блядь, это от бензина работает, да? Ну конечно, и на газу же. Что там, как Амурчик живет? А потом кто этот? Ванька кормит. Ванька, да? Ага. Ну, там дядя Вова, а Ага. Ваня кормит. Ваня кормил, а Сашка я. Вчера немного. Гузанули, да? Да. Амурчик. Ага, тепло. Прибрался, ну, немножко перестану. Хорошо. Да вчера там. Да, все-таки. Вон рыба. Это судак. Судак финского уха. Это в автоклаве я делаю. Смотри, там Да. Это налим. Консерва. да. А это знаешь что? Косач. Парни угощали. Держи. Ты-то в этом году все. В этом году я не ходил. Да, хотел, просто слюни. Нет. Мы там вот убирали, да? Я просто что-то сглупил. Надо было номерную проволоку, скажем, я буду. Вон. Тут вон, смотри, отсек под удочки. Тут под всякое барахло. Вот. А это сам основной ящик. Только рыбу буду, А? блядь. Только рыбу, блядь, буду таскать. Андрюха, спасибо, блядь. Ой, Подгон нормальный. подгончик, да, я себе новый взял. Да. Вот, надо, знаешь что, вот, мне бы, блядь, чтоб не так он сбоку, а бы, блядь, как типа рюкзака, А, как рюкзака? сзади вы, блядь, сделать. Ну, может, что-то сделаешь, не знаю. Может, Что-нибудь придумать, было бы вообще удобно. ну, типа так, да, делать? Да, да. Ну, может, что-то Потому что, а туда заходишь, вот, в Это прям этот, картошки бахнул А. туда. Это в этом, в сливках, судак привозил. Это налим. Уху взял. Это косач, сваришь. А что ты сам себе нож стал? Ты же любишь дичь. Федя дичь. А ты это не любишь, что ли? А, не особо. Парни угощали тоже. Так что, не знаю, сваришь, скушаешь. Живу потихоньку, вон, дровами, это еще, у Петрука дрова. Не, Чё могу, ты? не раскалываться, никак не могу раскалывать. Че, как на работе? Ну, тяжело, конечно. Тяжело. Тяжело. Для меня тяжело, но потихоньку можно, но Ну, тяжело. слушай, в лесу и не молодые-то и тяжело, молодые мне. Там, ну они там молодые, что там, им 30 лет. может. Жену не нашелся? Не, не надо. Не надо? Не, Андрюха, жену не надо. Понятно. Ну да, здоровье, конечно. Привык один, но здоровья, конечно, нет, не то уже, блядь.
Ну так нравится или что? Там, да, Нормально. нормально, там и житуха нормально, жить можно, и, ну, привозит начальник, и еду привозит. Ну, печка большая тоже, тоже, конечно. Тепло, и тепло дает. А мыться, да. мыться потом что? Баня есть, Баня? баня есть, да. Я не знаю, у кого это, у бабки, да, баня есть. Ну, наверное, общая, типа. А так потом сколько коллектив, сколько людей? Ну, бригада там как-то или сейчас? Вахта? Что-то уезжают, Ну, приезжают? или чё? Да, кто-то уезжает, уезжает. Вот. У нас там на 10 человек, ну, там 5 человек было. Жили там 5 человек, а на том там тех каких там по двое. Ну, тех. А что, когда ты уезжаешь? А? Когда потом опять поедешь? Ну, я не знаю, До Нового года? Да, леса нету. А, Леса пока нету. нет? Я хочу попробовать 6-метровки тяжелые. Я вот лозами попробовал. Но они уже полусухие были, все равно. Как раз дожди были и фигово было. Но и таскать далеко, короче, отсюда метров 30. А потом этот, как его? Как у вас там это, за кубатуру платят или что, как? Ну, там, Да? да, Да. Там Витя мне, конечно, помогал. И всё. Я не успеваю, он там был. Ну, там через станок там какой-то еще. Не рама, а там на станок. Он уже доски было перекидывать. Я там складывал. Нормально, нормально, что А на канале спрашивают, где Леха, как, я говорю, работает, уехал. Ну, ладно. Да. Будь работать. Ну ты потом, ты сейчас сколько? С лета же, да, ты уже получается? Ну, С ну, сентября? вахта. Ну, сейчас еще попробую еще. А когда ты приехал? Кто? Я 20-го? 20 потом я опять ездил туда, Ну. потом домой ездил, наверное, раза 3 вот, Мгм. бро. Дядя Ваня там, у меня отметка там, потом суд был там, суд в Койгородке, потом 2 раза в Койгородке, 2 суда было. Это все меня, и один все посадить не хотел, и добавить их что-то, я не знаю. Понятно. Ладно, что, нормально. Главное здоровье, да. Ну, оттуда утром, я ночью работаю. Ночью? Ну, ночью пили. Ну, ночью потом люди отдыхают, они работают первую смену, но они там кубатуру мочат, конечно, там побольше, чем мы, но а мы спокойно ночью потом. Ночью потом тишина, спокойствие. Зашел, покурили там, чай попили, зашел, вышел. Да. В этом году ты ни грибов, ни клюквы, да, ничего? Не, я, танки собрал немного там. Она все, Кирилл собиралась там, матери. Я собирал белые грибы, да. А грузей в этом году и мало. Мало было, да? Вообще друзья? мало. Да, да, да. Я ходил там, вот так, наверное, 15-20 соберу, да. Ну и мелкие они только уходят. А потом раз прошел, ну, более-менее средние такие. Ну, мало, очень мало было. Ясно. А вот там мы убирали вот делянку, да, вот, где друзья до Чукаева. Вот там брусники, короче, валом. Есть не хочу. Но этим аппаратом не соберешь руками. Надо собирать. Комбайном и соберешь. Комбайном хреново собрать. Но крупная такая. И там летают глухари, вот я говорю, Да? чего, вот, петли бы поставил. Знал бы, Еще петли поставил бы, да? знал бы я, что там долго надо, а там мы очень долго, и там очень плохо, короче, там валили. Я такое первый раз вижу, я вон едем вон туда, ну, по Нёле туда едем, и там эти делянки. Там чистые делянки. Там пни видно, сутки еще. Я понял. А тут целые кусты, блядь, все кусты, блядь. Там все это пилили, блядь, все это не. Мгм. Я говорю, Плохо, а вот да. это, ну там
берут-то только, видишь, получается, они брали только в основном, наверное, деловой. Это Что, все. чаем напоишь? Поднялся в деревню, ребят, здесь магазинчик один присутствует. Вот. А там котам что-то, там вискаса на. Рыжего, кстати, нету, лиса, говорит, съела. Другая кошка у него. Вот, до сигарет что-то. Так. Ну вот видите, приехал с вахты, ребята, бабок нету. Вот так и живут, как говорится. Тут храм такой огромный. Я частенько проезжаю, когда на дальняк езжу, я вот именно этой дорогой хожу. Частенько в кадрах он у меня есть. Старый храм. Вот. Ну, церковь Пресвятой Богородицы 1829-1841 году. Вот. Ну, восстанавливать не восстанавливают. А так, да, вот. Раньше здесь село огромное было. Я уже показывал этот храм неоднократно. Как-то заходили сюда даже. Вот все, вы уже видите, все разобрано, развалено. Вот. Ну, крест здесь есть. Вот он стоит. Вот раньше строили, конечно. Да. Ну вот еще вот часовночка есть. Раньше даже колокола вот били. Сейчас уже этого нету тоже. Там клуб деревенский. Как-то плясали там даже, я помню. Прикольно. Бильярдный стол был старый. Теннис. И печка топится. Это я вот помню. Как-то так. А тоже уже народу мало здесь уже осталось. Ладно, поехали. Зашел в магазинчик. Недалеко здесь как раз. Посидим, чайку попьем. Такие дела, ребят. Ребята, вот он бандит. Амур. Он какой большой уже. Чего там у тебя? А, как ты, красавчик? Все нормально. Жив-здоров. Леха, что, рыжего лиса съела, да? А что тут, вон, ребят, лес? Тут волки рыли. Я когда-то показывал. Собаку хотели забрать. Тут вон сразу, что, лес, тайга. Грибы растут вон тут прям. Такие дела. Нормально. Сосед кормит, пока Леха на работе. Красавец. Привезли из города. Сань, будешь смотреть. Привет тебе огромный. А это не занимается, надо ходить. Такая лаечка. Ребят, декабрь месяц. Сейчас очень много проходит всяких таких скидочных акций, черные пятницы и так далее. И к этому моменту, ребят, я всегда что-то заказываю такое более-менее дороговатое, потому что можно урваться с хорошей ценой. Вот. На данный момент, ребят, хочу сделать небольшой обзор. Новиночка у меня. Это станция, так скажем, да, портативная. Вот, у меня есть одна, вон она, кстати, там стоит. Я ее тоже брал по черной пятнице, там на
Алиэкспресс, в общем, когда-то давно. И вот здесь, ребята, у меня появилась еще одна. Это маленькая, даже не средняя, а маленькая. Вот. Название у нее Stolity 400, ап 400. В общем, ну, название, цифры об этом как-то и говорят, как у лодок, знаете. Там флагман 380, значит, длина у него 380. Здесь это емкость. Манан ин Чина списался с менеджером через перевозчик, да, все реально через Китай отправили транспортной компанией, вот, с деком уже через Москву. Все круто, быстро, эффективно. Такие вещи очень нужны, ребята, в походах, именно освещение, зарядки, вот, и так далее. Так, все на китайском, ребят, если честно. Вот. Ну, здесь вот можно немножко посмотреть модель. Вот. ап 400 Ставента, да? Вот. МФ модель ап 400. Так, это размер у нас 250 на 177 на 177. Вот. И вес 5,3 килограмма. 5 килограммчиков, в общем. Небольшая такая. Ну, здесь USB, выходы, порталы. Сейчас мы просто наглядно посмотрим. Вот, ночи сейчас длинные, ребят. В палатке сидишь чуть ли не сутки. Оп, аккуратненько. И, соответственно, свет нужен. Нож острющий. Так. А так, на обзоре посмотрел, ребята, есть все. То бишь, она вроде маленькая, но крутая. Так, книжка. Вот. Понятно, что... Ну, короче, есть все, ребят. Она также и машину может завести, и можно заряжать от солнечной батареи. Это как раз все докупается. Короче, ладно. Документы, как обычно, мы не читаем. Так, здесь, я так понимаю, зарядник. Тогда вот вход от прикуривателя. Тоже круто, ребят. Можно зарядить и от 220. Вот. Так, что-то новенькое. Такое я еще не видел. Опачки. Вот так все сделано. Ну, понятно, вещь не дешевая. Должно быть все четко. В таком пакете. Опа. И снизу тоже у нас. В принципе, эту коробку можно сохранить, пока ее перевозить именно. Так, поперли, ребята. Вот какая красотка. Смотрите, что мы имеем. Вот такая ручка. И панелька, ребята. Есть у нас розетка на 220. Это вот у нас зарядка с самой станции от 220. Или от прикуривателя. Видите, два входа здесь. Это кнопка включения. Она у меня. Вот, все. Вот такая панелька, ребят, смотрите, все четко показано. Батарея 65%. Чик-чик. Вот, это у нас кнопка включения на 220. Я так понимаю, нажали, удержали, все, сигнал есть. Красота. Нажали, отключили. Панелька, ребят, на 3 USB. И есть быстрая зарядка. Это очень круто. Ну, за 2 часа, там, даже меньше заряжает, там, не знаю, ваши гаджеты. Причем заряжает правильно. Не может там каких-то быть у них там этих сбоев, перегревов. Потому что здесь все как должно быть. Нажали. Выключили. Нажали. То бишь все дублирует. Класс. Так, у нас есть, ребят, прикуриватель. Тоже от отдельной кнопочки. Это круто. Вот. На задней стороне есть вот такой фонарь. Раз. Ох ты. Ох ты. То бишь еще и с режимами. То бишь раз.
поярче. Кого-то вызвать, там поставил на лед. Она показывает тебе. Или на берег. Потому что на лодке бывает можно к палатке не подойти, заблудиться. Вот это круто. Все дублирует. И еще есть, ребят, мобильная, ну, то бишь, это беспроводная зарядка телефонов. Но у меня не подключена, ребят, эта функция. Вот. Такие дела. Так. Ну, надо что-то проверить, да, мне кажется. Что, как и почем. Так, то бишь емкость, ребят, что у нас по емкости? Я сказал 400. Вот. Плюс-минус. Может, чуть-чуть поменьше будет. А так вот такая красотка. В таком исполнении. Легенькая. Вообще кайф. Так, давайте я сейчас приготовлю, наверное. Все у нас проверим. Что, как работает. Вот. Как заряжает. Что тут будет показывать. Вот. Ампераж будет показывать, я так понимаю. Нормал. Это уже тут как тут. Вот, ребят, положите вот так коробку, и она, короче, сразу полезет туда. Манера у нее такая. Все. Домики, да? Так, ну давайте, ребят, проверим все порталы. Ну, и сейчас заряжать ее не стоит, ее надо высадить. Но не до конца тоже нежелательно. А может до конца, как стандартные батарейки. Сначала высаживаешь, потом хорошо крепко заряжаешь. Вот, желательно от 220, чтобы ровненько все. И тогда у вас уже батарея будет работать. Так, телефон. Поехали. USB первый. Есть контакт. Вот, смотрите, выдает. Все показывает. Класс. Так. Второй. Отлично. И третий. Все четко. Так, теперь берем мы 220. Ну, 220, ребят, понятно, знаете, там серьезные какие-то вещи, там холодильники, там что-то такое, это нет, конечно. Это для таких целей, там, я не знаю, ноутбук, знаете, там, не знаю, там, телевизор, что-то такое, там, колонку какую-то. Вот это вот для таких целей. Тем более она небольшая. Так, включаем. Так, есть, видите, у нас показало, ребята. То бишь вот здесь, вот здесь она все и показывает. Круто вообще. Ну, подключаем. Все, огонь. Ну, расход вообще небольшой. Отключаем. Все. Блин, класс. Ну и говорю, вот у меня получается вот этой быстрой беспроводной зарядки нету. Это там на айфонах и на айфонах. На этом телефоне у меня нету вроде. Так, ну и что, проверим, наверное, вход. А что его проверять? Все, наверное, я думаю, работает. Как-то ну так. Еще можно проверить прикуритель. У меня что-то есть, должно быть. Так, есть у меня, ребята, есть у меня, есть. Это у нас сигнализация, так скажем. Не так скажем, а так оно и есть. Провод 100 метров, обматываем весь лагерь, подключаем, ложимся спать. Так, включаем. Все, у нас есть, вышло. Опа. Смотрите, загорелось. Все работает. Ну и здесь получается у нас функционирует. Вот. Если разоединяется или обрезается провод, сигнализация у нас срабатывает. То бишь у нас стоит лодка. Мы 100 метров поднялись, поставили палатку, обмотали все вещи какие-то и подключили и легли спать. Она вообще, наверное, не ест. Смотрите, она вообще вот тут ничего не показывает толком. Ну, в общем, нарушители у нас подплыли ночью к лодке, начали дергать,
снимать мотор, и случайно у нас обрывается провод. Очень громко, жестко. Все срабатывает. Вне зависимости, если у нас он просто обрывается или его просто перерезают, все у нас срабатывает. Ох, как мощно. Давно у меня эта штука появилась уже. Я чуть не использовал. У нас, видите, ребят, нет такого ажиотажа. Вот, а так вещь прикольная, да. Ладно, это не об этом. Так, выключаем. Все, отлично. Блин, ну что, огонь. Я доволен. Я очень доволен. Сейчас надо ее разрядить. И все будет класс. А ну-ка, если без включения фонарик включается. Ох ты, да ладно. Блин, сделано круто. Вот так поставили. Вот так даже на лед. И занимаешься что-то. А так вот я говорю, вот такая тема классная. На обрыв поставил. И проверяешь какие-то снасти. Ночью, осенью тяжко было найти лагерь. Вот реально чуть не запутался без навигатора. А так она у тебя функционирует, да и функционирует. Вообще огонь. Класс. Ну так, ребят, наглядно я вам так показал, рассказал. В общем, вот именно маленькая вот такая она, знаете, вот для таких 2-3 дневных ночевок. Ну, как бы для меня будет самое то. Вот. Кому интересно, ссылку оставлю. Ребят, там есть много чего. Сами понимаете, сейчас ребята, наши братцы, блин, начали делать. Вот. Если побольше, поменьше, и всякие солнечные батареи. Вот. Кому интересно, ну, почитайте. Так что, как-то на так. Все, а я в гараж, ребят. Надо готовиться. Так, что тут у нас топливо-то? Сколько, я даже не знаю. Сколько топлива у нас, я даже не знаю. Заправимся. Полна коробочка. Ребят, сегодня -2, а завтра уже -16. Резкий перепад. Ну, снега, зараза, таки нет. Декабрь месяц, ребят. Блин, ноги буксуют, хочу прокатиться. Ну, небольшой снежочек есть. Дороги более-менее
хочу Гарри дать. Масло я поменял, кто смотрел. Вот, хочу прокатиться, так как даже если все у нас встанет, река встанет, можно будет переехать, ребят. Но придется ехать по такому снегу, ничего не поделать. Так что хочу прокатиться, посмотреть, все ли нормально. Сразу подогрев. Ну, поехали. Туда подъехал, ребят, и прям солнышко, знаете, так прикольно. А вот там туча такая идет, походу снег будет. Ну, сзади лед, ребят, я на льду сейчас стою. Река вот в таком состоянии шугует. Сейчас за 3 дня, мне кажется, встанет, морозы крепкие. А так вот деревенский пляж, рогатульки даже вот стоят. Налима рыбачить. Красота. Прокатился, снега мало, ребята. Кочки еще вот торчат, вот эти деревья не засыпаны. А так,
Пушка, бомба, петарда, ребят. Жду не дождусь уже снега и будем поливать. Техника новая, только обкатку прошла. Просто зверина, ребята. Вот его стихия. Тафавар Тундра. 600-очка. Ах, песня. Сидушка, ребята, отрабатывает вообще просто на изи. Мне очень нравится. Вот решение классное. Едешь и не чувствуешь этих неровностей, просто комфортно. Ну, по сравнению вот то, что было, как бы все равно как на табуретке. Все, техника готова. Что и будет. Ждем, ребята, ждем выхода. Ладно, я так прокатился по деревне, так накатано уже снег. Хотя здесь коньки есть, кто-то спрашивал, что снизу. Снизу подшивка, ребят, и железные конечки с двух сторон. То бишь спокойно можно повернуть на дороге, на льду. Ничего страшного здесь нету. А так как-то ну так. Прикольно так погулять. Лисы, смотрю, много лис, вообще жесть. У деревни столько лис, все в следах. Да, сейчас походу накроет. Долго в этом году, конечно, качели. Очень долго. Я не припомню, чтобы так. И снегом толком нету, и морозов толком нету. Вот вы, ребята, и, грубо говоря, север, да? Ну, мы уже открылись. Зуд этот сняли, так скажем. Вот, так что всем удачи, ребят. Что? Давайте аккуратно, не рвитесь. Ну, наверное, же лед будет, я думаю. У многих. Хотя в последнее время все с этим тяжко. Все, давайте, удачи.